Оккупанты проводят незаконные работы на абхазском направлении. Были заменены старые заграждения из колючей проволоки и были установлены дополнительные незаконные инсталляции. МИД Грузии осуждает российскую дезинформацию в отношении Абхазии. Это лишь несколько заголовков в различных грузинских СМИ. К грузинской риторике мы тут в независимой Абхазии привыкли давно. Как говорится, собака лает, караван идет. Но все же, с чем связан очередной шквал грузинских провокационных заявлений? Как реагирует международное сообщество и реагирует ли вообще? Что по этому поводу думает МИД Абхазии? Параллельная реальность грузинских властей и существующая действительность. Откровенно говоря, прям так и хочется спросить. Не надоело? Добрый вечер, мы в прямом эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тушба. Депутат Народного собрания Республики Абхазия Рауль Лолуа. Главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик. Председатель Координационного союза организации российских соотечественников Олег Юрченко. И заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Вадим Кортава. Добрый вечер, уважаемые гости. Большое спасибо за то, что нашли время и пришли сегодня к нам обсудить, казалось бы, уже достаточно избитую тему, которая из раза в раз, к которой мы возвращаемся. И все же, Ираклий Вахтангович, на этот раз что произошло? Почему вот опять такой шквал провокационных заявлений? Ну, как вы уже упомянули в своем вступительном слове, действительно в конце мая текущего года СГБ Грузии сделало заявление, в соответствии с которым оно обвинило российское программное в том, что якобы на границе между Грузией и Абхазией проводятся некие фортификационные сооружения, устанавливаются новые фортификационные сооружения. Вслед за этим поступили заявления Министерства иностранных дел Грузии. Ну, традиционно тут же выступили Госдепартамент США, посольство США в Грузии. Обвинения эти звучат достаточно регулярно, мы, в принципе, к ним привыкли. Здесь ничего нового нету. На самом деле, могу сказать, что российские пограничники выполняли поставленные перед ними задачи. В частности, речь идет о том, что осуществлялась замена устаревших ограждений, да, которые просто пришли в негодность со временем. Это, в принципе, происходит часто. Вот. Ни о каком переносе границы вперед либо назад не идет речи. Но, вы знаете, вот если проводить некую альтернативу, да, в медицине есть такое понятие, как протокол. Да, то есть это когда врачи действуют в соответствии с некими утвержденными правилами и лечат больных в соответствии вот с этими правилами. Вот примерно то же самое происходит с нашими грузинскими оппонентами, когда они начинают делать абсолютно ангажированные заявления, не подкрепленные никакими фактами. На самом деле ситуация на государственной границе между Республикой Абхазия и Грузией остается спокойной, никаких провокаций там не происходит. Происходят те работы, которые как бы запланированы. Да? Ну, заявления, конечно, грузинские власти могут делать, они это делают. К сожалению, это происходит довольно часто. Ну, зачастую это происходит, эти ситуации во многом высосаны из пальца, если можно так сказать. Ну, в принципе, мы ничего нового не совершили, не сделали. То есть аналогичная ситуация развивается в Южной Осетии. Если вы обратили внимание, МИД Южной Осетии сделал заявление по этому поводу, и там они обвинили грузинскую сторону и миссию ЕС по наблюдению в Грузии, которая сама нарушила государственную границу Республики Южная Осетия. Так что это, ну, это обыденная, рутинная ситуация, я могу так это охарактеризовать. Ну, а вот эта песня об оккупированных территориях грузинскими властями поется уже очень много лет. Вот основное положение этого грузинского закона,
то, что Российская Федерация оккупировала территорию Республики Абхазия. Вот давайте коротко о законе и вообще вот с течением всех этих лет вообще вот отношение как-то изменилось к закону, удалось ли вообще в принципе, наверное, мировому сообществу, это такой большой вопрос получается, мировому сообществу донести, что ну, как бы действительность немножко отличается. Вот да, Вадим Иренович, по закону немного. Освежить в памяти. Ну, слово «оккупация» — это слово, которое очень часто звучит в Грузии. Если взять такой пример, весь советский период нахождения СССР Грузии в составе Советского социалистического союза, оно в Грузии сейчас отмечено как период оккупации. В Грузии также создан музей оккупации. И свое новое распространение оно получило после 2008 года, после известных событий по принуждению Грузии к миру был принят закон об оккупированных территориях, так он называется. Ну, я его распечатал, принес, не буду его весь перечислять, коротко о тезисах. Вначале дается понимание, что такое оккупированная территория, но это нахождение чужих войск на твоей территории без твоего согласия. И сразу же в первой статье как бы идет утверждение здесь, что Российская Федерация является агрессором, и данный закон определяет статус территорий, в частности Абхазии и Южной Осетии. Что же называют они оккупированными территориями? Оккупированными территориями они называют территорию в пределах бывших границ Автономной Республики Абхазия и бывшей Юго-Осетинской автономной области, также побережье, морское побережье и воздушное пространство над этими территориями. В связи с чем, значит, на оккупированных территориях по этому закону действует чрезвычайное положение, которое определяет ряд ограничений, главными из которых является это ограничение свободного передвижения на данных территориях. То есть въезд на данную территорию иностранных граждан, по их данным, разрешается, то есть в частности в Абхазию, это с Зугдидского района. Все другие въезды запрещены. Но, кроме того, есть право собственности, то есть запрещается заключение каких-либо сделок, запрещается ограниченная экономическая деятельность, то есть без разрешения Грузии соответствующих структур вести экономическую деятельность тоже нельзя. Соответственно, они не признают и документы, и органы управления, и все остальное этим законом. Этим законом предусматривается, то есть внесены изменения в Уголовный, Административный кодекс Грузии, в частности, предусматривается за незаконное проникновение, ну там идет первоначальный штраф, но впоследствии может это в случае повторного нарушения сроком до 2 лет могут вас и заключить под стражу. Этот закон был издан сразу же в октябре 2008 года, но в процессе в него вносились постоянные поправки. То есть, как только что-то происходит, что их не устраивает, они сразу же моментально вносят поправки, и, соответственно, закон действует. Но МИД Грузии в этом плане работает очень хорошо, и другие структуры, как вы видели, наверное, недавно, вот буквально из свежих новостей, это принят очередной закон, то есть со 2 июля в Грузии вступает закон, согласно которому становится уголовно наказуемым издание, рекламирование, использование, распространение как печатных, так и электронных карт Грузии, нарушающих принципы территориальной целостности страны. То есть если будет напечатана карта, где Абхазия выделена как независимое государство, то это опять же тоже карается штрафом изначально и сроком наказания, опять же, до 2 лет. Это очень интересная информация, спасибо большое. Инал Николаевич, включитесь, пожалуйста. Но вот что мы делаем не так, да? Почему все-таки мы не можем достучаться до мирового сообщества и сказать: раскройте, пожалуйста, свои глаза, обратите взор на Абхазию, и здесь вы увидите независимую страну. Понятно, со своими сложностями, проблемами, но факт, что независимую. Что мы делаем не так? Может быть, как бы со стороны журналистского сообщества мы не дорабатываем, может быть, внешнеполитическое ведомство не дорабатывает. Ну, сейчас, в общем-то, что бы ты ни делал,
по большому счету картина мало изменится. И здесь все определяет тот геополитический расклад, который произошел уже, стал происходить. То есть в середине 2000-х годов, результатом которого стал, в общем-то, 2008 год и дальнейшее признание Абхазии и Южной Осетии. И сейчас после этого, в общем-то, явно уже наметилась тогда уже очевидная конфронтация между Россией и Западом. И сейчас мир переживает, ну, помимо вот свежей пандемии, он уже как бы уже с десяток лет, больше десятка лет переживает, в принципе, новую волну холодной войны между Западом и Россией. И до тех пор, наверное, пока расклад сил, там, допустим, хотя бы в регионе не поменяется, то вот эта диспозиция, она будет неизменной. Какие бы ты там, в общем-то, аргументы не представлял бы, какие бы доказательства у тебя не имелись бы в портфеле, тем не менее, там для Запада, в общем, то клише, которое было там выработано от Тбилиси, что Абхазия — это оккупированная территория, этот тезис, он будет все равно действовать. И здесь, в общем-то, каких-то иллюзий питать не стоит. Но, с другой стороны, это не означает, что мы должны сложить лапки и сидеть. В общем-то, и, кстати, грузины тоже, сложив лапки, тоже не сидят, при том, что Запад как бы уже принял их тезис об оккупированных территориях за чистую монету. Тем не менее, он каждый день, в общем-то, напоминает о том, что, да, то есть любой повод, и для этого любое событие сойдет за повод, да, там менять там проволоку, да, вот вспомнили там оккупированные территории и так далее. И кстати говоря, это ж тезис об оккупированных территориях, он, в общем-то, посвящен даже не только Западу, но и большей части собственным гражданам. И это все время их, чтобы держать, в общем-то, как в виде отвлекающего там, на всякий пожарный, там, вот такой вещи, что у них в этой жизни не очень все складывается из-за того, что вот все-таки существует оккупированная территория. И надо просто посмотреть, как уже люди, действительно, это не обычные там, я не знаю, крестьяне там или там кто-то еще, да, там люди без образования, да, там, которые там верят в то, что им телевизор сказал. Но за 12 лет вот эта молодая элита, молодая поросль, она просто уверена уже, то есть она уже сама поверила вот в эту агрессивную пропаганду о том, что вот эти территории, Абхазия и Южная Осетия, действительно оккупированы. И это мало того, они уверены еще, что и абхазский, и осетинский народ страдает, и вот люди, которые возглавляют и Абхазию, и Южную Осетию, это вот как бы если вот, например, не представители своего народа, да, засланные да. казачки. А вот, например, сейчас пользуюсь возможностью взять с экранов ТВ и сказать, нам без вас очень хорошо, например. Может сработать как один из вариантов. Потом, я так понимаю, вы как журналист придерживаетесь позиции, что выступать в грузинских СМИ — это как раз-таки одна из возможностей выразить свое мнение, за что, кстати, вы здесь и получаете шквал негатива. Но это хоть как-то действует? В любом случае, если мы назвались государством, мы должны себя вести именно как государство. У нас не должно быть каких-то, в общем-то, комплексов, да, и тем более в этой грузино-абхазской войне победитель известен, Абхазия. Абхазский народ победил, и здесь комплексовать не стоит. Здесь, когда тебя там политиков или там журналистов что-то просят, ну, прокомментировать или там что-то объяснить, то не надо... Нет, я не спрашиваю, да. Можно так делать, нет. Я спрашиваю, это хоть как-то помогает донести позицию или нет? Почему не помогает? Я не думаю, что там все стопроцентное население, оно считает вот именно так, как, допустим, как бы официально, как гласит официальная линия там грузинской власти, грузинского правительства. Очень много людей, которые там, может быть, и не относятся к политическому классу, но те, которые заявляют о том, что, в принципе, для них приемлемо
если конфликт, если Абхазия будет независимым да, государством. об этом Такие мы тоже поговорим, есть, да, их да. не большинство, не надо нам иллюзий питать, что их там очень большое, непопулярная идея. да, огромное количество масс, которое влияет. Но вода камень точит. Вода камень точит. Нам, по крайней мере, очень важно, думаю, все-таки заниматься строительством своего государства, развитием своего государства. И тогда, может быть, таких людей, которые поверят уже там, за Ингуром, в реальность абхазского проекта, будет, может быть, намного больше. Спасибо большое. Рауль Валерьевич, на мой взгляд, вот Инал Николаевич сказал такую важную вещь, что, в принципе, мы находимся в сложной ситуации. Понятно, что есть державы, есть наиболее информационно продвинутые страны, которым, в принципе, вводить мировое сообщество в заблуждение намного легче, да, чем нам донести свою правду до этого мирового сообщества. И вот, но Инал Николаевич сказал, что вот при этом взять и там свесить лапки мы не должны. А что мы должны тогда делать? Как вы считаете? Вообще хорошо, прежде всего, хорошо, что мы начали эти темы обсуждать. Мы давно не говорили о Грузии, не говорили о том конфликте, который у нас был. Мы не говорили о том, что происходит на границе у нас. Почему? Потому что люди поняли, что прямой угрозы нет. На границе стоят российские пограничники совместно с абхазскими. Вооруженные силы Российской Федерации находятся на территории Абхазии. То есть острота вот эта вот, которая была до 2008 года, она прямая спала. И мы начали заниматься своими внутренними проблемами. Другой вопрос, как мы этим занимаемся, эффективно или там менее эффективно. Но сама проблематика ушла на второй, даже на третий план. Вот недавно исследование проводилось, я читал это исследование. Угрозы. Какие вы видите угрозы? Люди на первое место поставили, ну точно не конфликт с Грузией. Это говорит о том, что все-таки не видят прямой вот такой вот проблемы. Но проблема существует, она остается, и мы прекрасно это понимаем. Я сегодня в парламенте нахожусь в комитете по обороне и безопасности. Мы все отслеживаем, все, что происходит на территории Грузии. Ну и раньше моя профессиональная деятельность тоже заключалась в том, чтобы, скажем так, нейтрализовывать те группы, те специальные отряды, которые засылались напрямую с территории Грузии. Такие случаи были, да? Это не просто случаи были, это была, скажем так, война была. Системный характер. Я хочу вам, конечно, да, эти лица, они люди и группы целые, да, они были подготовлены на территории Грузии. Особенно последние годы вы знаете, что их готовят уже американские инструктора, европейские инструктора. То есть там ситуация, она и не спадает. Даже после 2008 года, когда, скажем так, Грузия получила по зубам, и все равно они продолжают свою страну вооружать. Грузия проиграла войну, нашу там отечественную войну 92 года, 93 годов. В 2008 году проиграла войну. В 98 году, вы помните, майские события в Гальском районе. В 2001 году все эти и войны, и локальные, те, что у нас происходили в Гальском, все они проиграли. Но у них при этом осталась и политическая, и экономическая система. К сожалению, осталась. Мы не смогли сделать так, чтобы на территории Грузии разрушить их вот такую вот состоятельность и экономический потенциал. Это другой сейчас, наверное, вопрос. Да, нужно ли нам это вообще? Ну, вы знаете, если бы мы после войны сделали то, что, вот, о чем я сейчас говорю, да, заставили в том числе и Грузию подписать документы о ненападении на Абхазию, там, на Южную Осетию. Если бы мы Грузию заставили вообще полностью свои убрать вооруженные силы, там, оставить, может быть, там, милицию там, и так далее, то и не было бы тех проблем, которые у нас были уже после войны. То, что касается оккупированных территорий, ну что оккупированные территории? Ну, говорят они об этом. У нас, я думаю, что никто себя в оккупации не считает. Пускай выйдут сюда и поговорят с нашими гражданами. Пускай спросят с нашими гражданами, конечно. Кто себя здесь у нас на территории Абхазии считает, что их там оккупировали? Нет такого. У нас как раз в гостях Олег Николаевич. Олег Николаевич, вы представитель российской национальности. Чувствуете себя оккупантом у нас? Честно признавайтесь. Нет, конечно. Ну, вообще, в целом, как вы, вот, я так понимаю, вы в любом случае изучали этот вопрос, и в целом, вот, может быть, это не совсем правильно с моей стороны, но все-таки немного взгляд со стороны. Вообще, что здесь происходит? Вы можете сказать, мы вообще
в оккупации или мы... Да, спасибо, Что Саид. с нами происходит здесь? Я приехал сюда в 2007 году и как раз застал вот этот период, о котором говорит Рауль Валерьевич, когда была напряженная, довольно-таки напряженная обстановка, а потом независимость, и пошло вот это благостное настроение, оно прямо чувствовалось. И если говорить вот об ощущениях как бы со стороны, потому что уже 13 лет уже вживился в это общество и чувствую себя его частью. О какой оккупации может идти речь, если народ Абхазии многонационален? О какой оккупации может идти речь, когда есть братская поддержка, есть согласие, есть какие-то поддержка, причем на всех уровнях? И мне кажется, здесь, если говорить, вот, отвечать на ваш основной вопрос, я соглашусь здесь с Ираклием Вахтанговичем, они просто создают параллельную реальность. И как они ее сделают, как они ее выстроят в умах, в головах молодого поколения, вот здесь дальше уже будет зависеть в том числе и от усилий абхазской стороны, потому что нам тоже нужно этим заниматься, нам нужно создавать свою реальность. И правильно Инал Николаевич сказал, что страну нужно делать, страну нужно строить, создавать. И по успехам, глядя на то, что происходит, насколько един народ, насколько продвигается и процветает Абхазия, они уже, ну, вот только так можно как-то изменить мышление, мне кажется. Спасибо большое, Олег Николаевич. Прежде чем мы приступим к следующему вопросу, я тут по доброте душевной хочу подсказать новый провокационный заголовок грузинским журналистам. Депутат парламента Абхазии, вооруженные силы РФ находятся на территории Абхазии. А там вырвано это из контекста или нет, пусть думают сами. Ираклий Вахтангович, что мы все-таки делаем не так? Ведь, вот, например, Вадим Ренович сказал о том, что МИД Грузии работает хорошо. Как вы вообще сами оцениваете работу МИД Абхазии? Очевидно, что есть объективные препятствия, да, там, полноценному исполнению всех обязательств. Но насколько, на ваш взгляд, все-таки МИД Абхазии, имея все, да, там, имея то, что он имеет, выполняет свою работу? Ну, не совсем корректно задавать мне вопрос относительно того, насколько МИД Абхазии в полной мере выполняет все свои обязанности, учитывая то, что я сегодня здесь выступаю в качестве человека, который представляет внешнеполитическое ведомство. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, ну, во-первых, и прежде всего, должен сказать, что мы находимся в абсолютно неравных условиях не только с МИДом Грузии, но и как в целом как государство, да, как Республика Абхазия и Республика Грузия. Ну, нужно понимать, что Грузия является международно признанным субъектом, Грузия является членом всех крупнейших международных организаций, Грузия пользуется таких, как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Совет Европы и многие-многие другие, можно долго перечислять эти организации. Грузия пользуется безоговорочной поддержкой таких крупных стран, как Соединенные Штаты, Европейский Союз и многие другие. При этом мы не присутствуем во всех этих организациях, и наш голос, наша позиция, к сожалению, во многом не представлена. Это большая проблема для всех, для нас. Единственная возможность быть услышанными на международных площадках, таких крупных международных площадках, как Организация Объединенных Наций, это, ну, если так прямо говорить, это российский ресурс. Да? То есть мы, я не скрою, мы часто используем этот ресурс, и мы обращаемся к нашим российским коллегам, в том числе и к представителям России при ООН. У нас был такой опыт, он и сейчас сохраняется. Когда нам нужно довести те или иные позиции, те или иные тезисы до международного сообщества, мы делаем это посредством усилий Российской Федерации. Вот. Я бы хотел еще немного вернуться вот к тезису об оккупированных территориях. Это, на мой взгляд, очень важная проблема на сегодняшний день. Если вдаваться в современную недавнюю историю, то этот тезис возник после событий 2008 года. Да? Тогда у власти был Михаил Саакашвили, всем хорошо известно, и в результате событий 2008 года, в результате агрессии, военной агрессии Грузии в Осетии и
как выяснилось, планировавшейся аналогичной агрессии в Абхазии, грузинские власти взяли на вооружение вот этот тезис, который со временем перерос из тезиса в ранг национальной политики на самом деле. И, к сожалению, случилось так, что вот эта национальная политика, она, ну, образно говоря, в странах Запада, это прежде всего, я имею в виду США и Евросоюз, она поддерживается безоговорочно. Поэтому нам здесь, конечно, сложно бороться со всеми этими обстоятельствами, и ну, наши ресурсы очень серьезно ограничены в этом плане. Мы, конечно, стараемся реагировать, безусловно, мы реагируем на все вот такого рода выпады, но опять-таки единственная международная площадка, где представлены все ключевые игроки, это Женевские дискуссии. А на всех остальных площадках нам доступ ну, даже не ограничен, он просто не разрешен нам, да? Несмотря на то, что начиная с начала 90-х годов мы пытаемся добиться выступления наших представителей, в том числе и в Совете Безопасности ООН, и на других международных форматах, но нам в этих правах нас ограничивают. Поэтому в этом смысле говорить о какой-то справедливости в международных отношениях не приходится. И мы вот работаем в тех условиях, в которых работаем. Поэтому я бы не хотел сводить все к тому, насколько эффективен МИД Абхазии. Я понимаю, что у нас это, особенно в социальных сетях, очень популярная такая тема. У нас, ну, так сложилось, что очень многие любят комментировать именно внешнеполитические какие-то аспекты. Ну, это право граждан, безусловно, мне кажется, безусловно. Но при этом, когда, мне так кажется, это мое личное мнение, когда человек комментирует те или иные события, он должен хотя бы маломальски в них разбираться. Спасибо большое, Рауль Валерьевич. И все-таки сегодня такой мир инноваций. Есть интернет, есть YouTube. Вот если, допустим, оставить международные организации, вот есть много-много людей. Мы видим, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки, где один инцидент привел к такому массовому возмущению целой огромной державы. Вот, может быть, мы вот эти ресурсы недостаточно хорошо используем для того, чтобы, еще раз повторюсь, оставим международные организации, для того, чтобы для такого же, да, там, журналиста из Финляндии рассказать ему, что вот, смотри, я подключил, вот я здесь нахожусь, у нас все здесь здорово, отлично, круто. Может быть, это как мы нуждаемся уже в каком-то таком новом подходе, как вы считаете? Саид, есть такая поговорка: кто решил заснуть, разбудить его невозможно. Вот они не хотят налаживать отношения. Им Меня это даже не не столько выгодно. грузины интересуют, а вот вообще мировое сообщество, другие люди, которые, может быть, узнали бы где-то, опять повторюсь, там, в Финляндии, что есть такая страна Абхазия, которая вынуждена вообще испытывать на себе постоянные выпады другой страны. К сожалению, опять же, мы сталкиваемся с тем, что Грузия нам блокирует все эти поездки, даже в том числе и детей, и спортсменам. Простите, выезжать в Европу, знакомить с Абхазией, там, поднимать флаг. Они запрещают нам это любыми способами. Да, вот, вроде, ну, подумать, да, это же дети. Ну, это же, как можно до такого допускать? Нет, они на это идут, понимаете? Любые шаги нам запрещают. Поэтому, ну что с ними делать? Конечно же, мы живем своей жизнью, продолжаем. Тяжело было, когда еще до признания. Они тоже выходили и в Россию, если наши спортсмены и дети куда-то выезжали, там тоже они доставали, требовали, писали там, и так далее. Сейчас они выходят там, на зарубежные какие-то организации. Пробиваемся, делаем. Мы видим, как наши спортсмены занимают там пьедесталы тоже под российским, как говорится, флагом, но выезжают, выхода нет. Конечно, желание должно быть у самой политики Грузии, у правительства Грузии, но с другой стороны, с кем разговаривать? Там сегодня такая политическая система, нет лидера как такового. Но есть там президент, женщина, вот, она не определяет там внешнюю политику, да, там представительские функции у нее. Там премьер-министр каждый там, год меняется, понимаете? То есть сама Грузия стала совершенно другой. И видно, что они
интереса никакого у них нет. Пользуются они, конечно, той ситуацией, что Абхазия там, признанная там, Российской Федерацией, и тем самым политика вот, на Южном Кавказе, и политику они сами через Абхазию и делают. Им выгодно. Вот эти международные организации, которые вот вы сейчас говорите, они приезжают там, на границу, стоят на границе, там, митингуют. Кто их подбивает, этих людей? Кто эти организации в Грузии подбивает? Тоже это международные организации, которые способствуют то, чтобы они туда приезжали там, и с этими транспарантами там, и так далее. Да. Не хотят. Но с другой стороны, я согласен с вами, поменялось уже целое поколение. Можно сегодня и общаться, и молодежи находить какие-то контакты, но эти люди совершенно не хотят этого. У них, они даже вот смотришь их, мы поднимаем учебники, историю там, Грузии. Абхазия представлена опять же как страна, которая часть Грузии. То есть они же опять продолжают своих детей воспитывать в духе национализма. То есть, скорее всего, эти дети через какое-то время опять станут там, под ружье, в руки оружие возьмут и будут пытаться опять на Абхазию напасть. Наша задача готовиться к этому, готовить наши вооруженные силы, готовить, укреплять нашу экономику там, и так далее. Вот. Ну, другого выхода у нас пока не будет, другого выхода. Да, посмотрите, у нас же есть сейчас успешные проекты, вы говорите по нашу внешнеэкономическую отношения с Сирией налаживаются, да, и я думаю, что этот этап будет продолжаться и так далее. Там, с Россией у нас отношения выстраиваются и так далее. Мы будем, конечно, это делать. Выхода у нас нет. Куда сможем достучаться, куда сможем доехать, мы обязательно это должны делать. Ну, спасибо большое. Вадим Ренович, все-таки я бы хотел услышать ваше экспертное мнение. Вы согласны с тем, что вот мы все-таки должны находиться в том состоянии, когда мы постоянно готовимся к какому-то возможному конфликту со стороны Грузии? Я полностью согласен с Раулем Валерьевичем. У нас, это можно сказать, после 2008 года наступили в некотором смысле пацифистские настроения. То есть раньше мы жили постоянно в состоянии войны, что она может произойти в любой день. Но как только на нашей территории появились базы, совместно начали охранять границу, мы немножко расслабились. Грузия на самом деле очень сильно готовится. Если до 2008 года ее в основном готовили для проведения каких-то миротворческих операций, и тематику, которую они изучали, она была только наступательная, то есть для проведения какого-то блицкрига, то как только они столкнулись с серьезными регулярными подразделениями, у них возникли серьезные проблемы. Естественно, после 2008 года приехало огромное количество специалистов, в основном это в первую очередь Соединенные Штаты Америки, но и другие страны. Члены НАТО оказывают также огромную поддержку, и они сразу провели выводы, нашли слабые места. Слабыми местами это оказалась система противовоздушной обороны, система противотанковая оборона, а также подготовка организованного резерва. Сразу же Соединенные Штаты Америки только в 2008 году на безвозмездной основе передали Грузии $1 миллиард. Это только Соединенные Штаты. После 2008 года огромное количество программ и механизмов, даже перечислять их, в каких вопросах они взаимодействуют, это займет очень долгий период времени. Я здесь коротко по основным механизмам с НАТО сотрудничества. Это была создана комиссия НАТО-Грузия, есть ежегодная национальная программа, процессы планирования, военный комитет, объединенный учебный центр, школа строительства обороны, куча бесконечных программ. Как только заканчивается одна программа, сразу же создается другая программа. Большие очень финансовые средства вкладываются в инфраструктурные проекты. Только за последние 5 лет я назову ту инфраструктуру, которую они построили. Это 2015 год, населенный пункт Карцаниси, совместный с НАТО учебно-оценочный центр. Национальная академия обороны в Горе, академия сержантов в Коджоре, населенный пункт в Азиане, построен совместный центр боевой
подготовки. С 2018 года Соединенные Штаты начали новую программу по переподготовке 9 батальонов. Это почти что 70% сухопутных войск, то есть уже их готовят непосредственно не к участию в миротворческих каких-то операциях, а к действиям с регулярными подразделениями. Ну, аэродром в Азиане тоже он формируется, в том числе и сам аэродром строится. Инфраструктура, создается крупный логистический центр НАТО. Построен в Кутаиси, недалеко от нас, военный госпиталь новый. В Ахалкалаке ведется строительство центра начальной военной подготовки. Это небольшое количество, это только крупные объекты, которые построились за этот период. Кроме этого, выделяется огромное финансирование. Бюджет Грузии сегодня составляет около $300 миллионов. Если взять в процентном отношении, наш бюджет в 53 раза меньше, чем бюджет Грузии. Ну, и в свое время нам это не помешало отстоять справедливости. Конечно, не помешало, но шапка закидательскими настроениями все-таки на сегодняшний день не приходится. Необходимо также, соответственно, и нам готовиться совместно с подразделениями Российской Федерации, в рамках чего у нас создана объединенная группировка войск, подписано определенное количество договоров. Я так коротко на этом вопросе остановлюсь, коль я уже про Грузию рассказал, чем мы можем ответить, мы тоже не сидим сложа руки. Но основным договором, который у нас есть, это основополагающий межгосударственный договор от 2014 года, договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Там уделены в 5 и 8 статьях есть вопросы, касающиеся непосредственно военной составляющей. Значит, на основе этого договора в 2016 году был подписан договор об объединенной группировке войск вооруженных сил Республики Абхазия и вооруженных сил Российской Федерации. Эта группировка 2016 года начала создаваться. На сегодняшний день у нас существуют ежегодные планы по проведению мероприятий боевой оперативной подготовки, проводятся ежегодные учения. Кроме того, значит, буквально в прошлом году было подписано соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил. Оно было подписано 23 августа 2019 года, на базе чего значит, сразу же было предложение с нашей стороны о создании консультативной рабочей группы, и ответ пришел в апреле месяце. Была создана консультативная рабочая группа, то есть состава Министерства обороны, ее возглавляет начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Лунев, определен состав этой группы. Кроме того, значит, ведутся переговоры об включении в эту группу представителей администрации президента, Совета Безопасности, депутатов парламента, Министерства финансов, чтобы ускорить этот процесс. Ну, 28 мая начальник Генерального штаба встречался с депутатом парламента, председателя комитета по обороне Ильей Гуни. Обсуждали они этот вопрос. Насколько я знаю, достигнуто согласие, что Илья Гуни будет входить в эту рабочую консультативную группу. Мы надеемся, что процессы, связанные с модернизацией, со строительством и так далее, они получат ускорение в этом плане. Поэтому вооруженные силы Республики Абхазия тоже не сидят сложа руки, а занимаются соответствующими. Все это приятно слышать. Вадим Ренович, большое вам спасибо за то, что так подробно нам рассказали о том, как обстоят дела сейчас. Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, вообще вот русская община в Грузии есть такая? Да, есть, конечно. А вообще между собой общины как-то связываются, контактируют? Вот просто интересно, насколько комфортно себя ощущает русская община в Грузии? Вы знаете, вот что интересно,
даже мы встречаемся на региональных координационных советах, Да. на всемирных координационных советах. И вот это проникает, видимо, в каждого из нас, проникает культура, проникает информация. И встречаясь даже там, русские люди, находящиеся в Грузии, находящиеся в Абхазии, ну какой-то холодок все равно чувствуется. То есть идет взаимодействие, идет. Почему так? Я не знаю. Видимо, вот эта информационная война так влияет на сознание любого человека, что мы, даже не замечая, но пропускаем это в подсознание и дальше уже реагируем. Вот если говорить там о странах, между которыми Армения, Азербайджан, тоже холодок. Вот Ну, понятно, на о чем этом вы уровне. говорите, да. Понятно. Но вот здесь я хотел бы поддержать вас, Саид, в каком плане? Давайте посмотрим на природу. Идет река. И если сюда она не может пойти, она обходит этот камень, этот валун и идет другим путем. Вот если нам не дают площадки, никуда не пускают. И я тут соглашусь с Раулем Валерьевичем, те, кто спит, они и не хочет просыпаться, они не проснутся. Нам просто нужно обходить и вот эту инструменты народной дипломатии включать, инструменты гражданского общества, находящиеся в других странах, и потихоньку делать свою работу. То есть нужно создавать свою реальность. Только так, мне кажется. Ну, в нашей реальности мы уверены. Вот мне как раз режиссер сейчас сообщает о том, что наш прямой эфир подвергся бесконечному шквалу жутких комментариев со стороны наших заингурских соседей. Ну, наверное, главное доказательство тому, что Абхазия независимая, свободная страна, им всего лишь остается комментировать в Фейсбуке. У нас, к сожалению, остается совсем мало времени, и все-таки мне хотелось бы, чтобы, возможно, каждый из вас коротко сказал о том, как нам все-таки реагировать на выпады, и, может быть, нам нужно продумывать уже какую-то свою информационную стратегию, потому что сегодня главное это вот это информационное, ну, скажем, противостояние, понимая, что несмотря на то, что мы очень-очень ограничены в ресурсах, все-таки вот, по факту мы живем на своей земле, мы живем в свободной стране, и как бы это уже ни для кого не находится под сомнением. Инал Николаевич, пожалуйста, вот, может быть, коротко. Это касается не только там реакции, наверное, на то, что происходит в Грузии или отношения Грузии к Абхазии. Я просто уверен, что у государства должны быть четко обозначенные цели и задачи для своих структур, министерств, ведомств и так далее. Должна тоже работать своя идеологическая машина. Вот вы говорите, там спрашивали у Ираклия, как он оценивает, да, работу МИД. Я тоже так как бы себе задался вопросом, а как я оцениваю работу МИД? Но при этом, как бы не зная целей и задач, которые там поставил глава государства, очень сложно оценивать работу МИД, потому что все-таки МИД, в общем-то, осуществляет свою деятельность, исходя из тех задач, которые ставит глава государства. Но мы, когда этих целей, задач не видим, не слышим и так далее, очень сложно как бы представить. То есть, ну, да, на заметку, да, это касается вообще любой сферы. Вот сейчас у нас формируется правительство, там назначают там министров и так далее. И мне тоже хочется знать, по какому принципу назначают и что каждому министру, да, там какие рамки его посадили, какую задачу перед ним поставили. Ну, вы как журналист можете воспользоваться? Да, но мы можем воспользоваться, но я боюсь, что просто ответа даже у тех, которые назначили, может быть, и не оказаться. Вы нас уводите во да, внутриполитическую но может в этом и кроется вся проблема абхазского внутреннего кризиса. Да, и нам все-таки нужно как реагировать на то, что Грузия. Да не надо нам на них реагировать, нам надо строить свое государство. Отлично. Планомерно, каждый день, каждую минуту строить это государство. Это будет наш самый лучший ответ Джемперлену. Вот и все. Да, пожалуйста, Рауль Валерьевич. Вам в завершение слова предоставлю. Подведете итоги. Я хотел бы, ну, для себя, я понимаю, какие у нас цели и задачи.
Вот. Мы строим независимое государство, правовое, демократическое государство. Вот. И я уверен, что мы придем во всем понимании этого. Для этого нужно время. Вот. Но что касается Грузии, у Грузии нет другого шанса, как признать Абхазию. Другого шанса никогда у них, как вот сейчас к этому подойти, нет и не будет. У них были разные там, варианты там, и до войны нашей, да, и даже после войны там, обсуждалось и союзное государство, но это время уже ушло, его нет, закончилось это время. Абхазия признана, мы идем в этом направлении и будем стремиться, будем выстраивать все свои институты, улучшать их, укреплять их. Вот, и я уверен, что у нас получится. Ну а Грузии, ну что ж, нужно только пожелать им, чтобы они опять в такую авантюру не влезли. И народ грузинский, чтобы опять не поверил своим руководителям, которые их каждый раз приводят к войне, и каждый раз они погибают, вот, и проигрывают в этой войне. Вот еще раз, чтобы они все знали, если там Вас сейчас смотрят, можете здесь, прямо обратиться конечно, в эту здесь камеру. на территории Абхазии выросла уже молодежь, поколение поменялось. И каждый из абхазов, и каждый, кто здесь защищает свою страну, и не только из абхазов, они будут защищать дальше, продолжать свою страну. Вот у меня сыновья, и они все пойдут воевать, если это нужно будет, и защищать свою страну. Они должны это понять, что другого у них варианта, как признать Абхазию, нет. И не будет никогда. Вот это вот, что они могут сделать для своего народа прежде всего. Конечно. Так самих-то людей жалко, их-то самих обманывают. Вот если всю жизнь расти в обмане, Вы то знаете, когда-нибудь вот и примешь вы говорите, этот их самих обман на- обманывают. Когда война началась, встречали танки с цветами местные, к сожалению, грузины. Прошло уже много лет, и они сами до сих пор понять не могут, что их правительство постоянно пользуется ими самими, понимаете? Да. И они должны сами уже или не выбирать такого правительства, которое призывает к войне, которое хочет решить там, абхазский вопрос, осетинский вопрос военным путем. Они должны понять, что это бесперспективно уже. Вот, и оставить нас в покое. У них свое государство, по реке Ингур у нас государственная граница, и мы эту границу будем охранять совместно с российскими пограничниками. Вот, у нас достаточно сил, чтобы самим тоже и охранять границу, и ребята у нас служат в армии, вот, и все у нас будет нормально. Они, к сожалению, тот тон, который у них сегодня есть, они должны или его полностью убрать и показать, а если хотят они выйти на какой-то диалог, они сами, прежде всего, должны показать нам, что они не вооружаются, что они не хотят войны, что они хотят диалога. У нас же есть различные площадки, там, по энергетике мы взаимодействуем, по другим, в Женевске. Есть, но этого надо хотеть. Они сами должны к этому прийти. Спасибо большое. Вадим Ренович, пожалуйста, вам слово. Ну, как бы мы оптимистично не пытались осмотреть на это, я думаю, что Грузия сама себя заводит в тупик. То, о чем мы говорим, о этих терминах, о всем, они закрепляют законодательно. У них и в Конституции закреплено, и во всех доктринальных документах. Если даже появятся какие-то политики, которые захотят как-то изменить эту ситуацию, помимо националистически настроенных кругов, у них еще возникнет проблемы на законодательной базе, потому что все это отыграть назад будет очень сложно и очень проблематично. Но, как мы говорим, худой мир всегда лучше доброй войны. Я думаю, что все будет хорошо. Спасибо большое. Олег Николаевич, пожалуйста. Да, спасибо. Вы знаете, я часто думаю вот об этом, куда идет и куда процесс придет. С одной стороны, есть Северный Кипр 1975 года, вопрос независимости не решен, и неизвестно, когда решится. С другой стороны, есть пример в Восточной Африке, Эритрея, есть пример в Восточной Азии, Восточный Тимор. Там государства, которые получили независимость. То есть сама история подсказывает, что нужно делать свое дело, нужно строить государство, и можно прийти к этой цели.
И я считаю, что очень хорошо Инал Николаевич сказал, вода камень точит. Нужно действовать, действовать, действовать. И вот надеюсь, что будет так, как Рауль Валерьевич сказал, никогда уже Абхазия не будет грузинской. Это будет страна самостоятельная, процветающая и богатая. Надеюсь на это. Но здесь, вот я разговаривал недавно, 50 женевских встреч, ну, более 50 уже прошло с 2008 года. И когда мы начали считать, сколько стоит одна эта встреча, я понимаю, какое это бремя, при том, что результата-то нет. В 2008 году был результат, в 2009 и дальше все просто. Знаете, Олег Николаевич, уважаемые гости, честно говоря, я целенаправленно не затрагивал вопрос женевских дискуссий, потому как мы понимаем, что этот вопрос, его обсуждение займет достаточно много времени. Мы сегодня ограничены 1 часом, но это не значит, что мы не можем встретиться в следующий раз. И как раз мы понимаем, что есть еще огромный пласт вопросов в этом направлении, которые мы можем обсудить. Это я все к тому, что обсуждение женевских дискуссий здесь вот не было намеренно, просто не хотелось их обходить вскользь, не углубляться, потому что это, правда, уже большая история со своими сложностями, там, победами, прогрессом и так далее. Поэтому хотелось бы об этом поговорить отдельно. Извините, Да, что перебиваю, но мне кажется, важно было об этом Да, сказать. спасибо. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо, Саид. И я хочу здесь сказать, что в наш союз входит 15 организаций, но я сейчас именно как свое мнение высказываю. Да, пожалуйста. Потому что вопросы такие серьезные, и не был я уполномочен делать какие-то официальные заявления. Но вот как подсказывает мне сердце, как подсказывает разум, несмотря на стоимость всего этого, нужно создавать единую группу, которая и информационную стратегию, которая будет заниматься этим вопросом, и пусть эта вода точит камень, победа все равно придет. Спасибо большое, Олег Николаевич. Ираклий Вахтангович, я, как и обещал, завершающее слово сегодняшнего вечера хочу предоставить вам. Спасибо, Саид. Вы знаете, я хотел бы высказаться. Спасибо, что вы предоставили такую возможность. Я буду говорить от своего имени, не выражая позицию Министерства иностранных дел в данном случае, несмотря на то, что я являюсь одним из руководителей этого ведомства. В моем понимании успешность любого государства, это, кстати, та тема, которую частично затронул Инал Хашиги, я хочу ее немного развить. Успешность любого государства зависит даже не во внешнеполитических каких-то успехах, а в том, чтобы обеспечить безопасное и благополучное развитие собственных граждан внутри страны. Вот именно этой целью мы должны все вместе задаться, да? Я хочу вам адресовать такой вопрос. Вы когда-нибудь в Сингапуре были? Нет, к сожалению. Но я уверен, что вы слышали об этом государстве. Да, конечно. Но чтобы вы понимали, это даже не государство, его сложно назвать государством, это вот один город такой, полис. Да? Это фантастика. Ну, как угодно называйте, но при этом весь мир знает, знаком, хотя бы один раз кто-то слышал об этом. Конечно, да? да. Вот нам надо стремиться к тому, чтобы стать своеобразным Сингапуром на Южном Кавказе. Да? И тогда проблемы, связанные с Грузией, со всеми остальными международными какими-то аспектами, они просто отпадут. Нам надо стать успешными внутри. Вот это главная наша цель и задача. Успешными в плане безопасности, успешными в плане привлечения инвестиций, успешными в плане обеспечения благосостояния собственных граждан и так далее, и так далее. То есть тут много вопросов, много аспектов. Когда мы выполним все эти обязательства перед своими гражданами, я думаю, что все остальные внешнеполитические вопросы, они будут сняты автоматически. Так что надо стремиться именно к этому. Большое спасибо. Вот в самом начале нашей сегодняшней встречи Рауль Валерьевич сказал, что мы вот давно об этом не говорили. Вот предлагаю взять за традицию и периодически встречаться здесь в прямом эфире, в этой студии, и напоминать нашим соседям о том, что мы здесь живем в независимой стране и свободной. И несмотря на свои сложности внутриполитические, мне кажется, Абхазия дает всему миру прекрасный пример демократии. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Мы работали в прямом эфире. Всего доброго.